Здравствуйте, друзья! В эфире главного телеканала республики Ат-Туйнатып «Битва командиров». Эта телевизионная игра создана для настоящих патриотов и знатоков истории Башкортостана. Сегодня сразиться в своих знаниях к нам в студию прибыли шестиклассники. Знакомьтесь, Оскар Ибрагимов. Он ученик 6 Б класса Башкирской гимназии номер 140, город Уфа. А еще он командир Шаймуратовского класса, хорошист, активист школьных мероприятий и победитель олимпиад. И поборется он в интеллектуальной битве с Роланом Рахимовым. Ролан тоже ученик 6 Б класса, но к нам на игру он приехал из города Туймазы. Ролан учится в гимназии номер 1. И он неоднократный победитель Кубка Гагарина и участник научно-практических конференций, отличник учебы, вратарь хоккейной команды «Дивон». Он обожает настольные игры и путешествия. Привет, ребята! Привет! Как настроение? Отлично. Отлично. Приступим к нашей игре. Игроки начинают свой путь с поля старт и, бросая кубик, двигаются по игровой карте. Маршрут состоит из заданий как интеллектуальных, так и творческих. У каждого игрока по 3 карточки помощника. Исключить один неверный ответ, попросить помощь у соперника и звонок другу. Если ответить на вопрос не удалось, игрок делает ход назад. Тот, кто первее взойдет на гору, то есть финиширует, тот становится победителем. Кто первый сделает ход, решим на камень, ножницы, бумага. Первая ножницы. Первый кидаю? Да. Ой. 6. Как твою лошадку зовут? Йондос. А почему ты так ее назвал? Мне нравятся звезды, когда они летят очень красиво. Оригинальное название. Вытягивай карточку. Ты попал на категорию кони. Номер вопроса какой? 17-й. 17. Как называются виды походки лошади? А. Променад, рысь, галоп, скач. Б. Быстро, медленно, нормально. Или В. Шаг, рысь, галоп и находь. А. Ты выбираешь ответ А. А почему ты так считаешь? Могут ходить по-разному, бегать. А откуда ты знаешь эти факты? Может, ты когда-нибудь катался на лошади? Нет, не катался, читал. Ну, а мы переступим к ответу. А – это неправильный ответ. Правильный ответ – В. Шаг, рысь, галоп и находь. Оказывается, от походки очень многое зависит. Скорость передвижения, сила и выносливость лошади в работе. Ну а ход к тебе, Ролан. 5. Раз, два, три, 4, 5. А как твою лошадь зовут? Мою лошадь зовут Дивон. Я решил назвать ее в честь своей хоккейной команды. Очень оригинально. А ты долго играешь в хоккей на команде своей? В команду Дивон перешел я совсем недавно, осенью этого года, а так хоккеем я занимаюсь с 4 лет. А в какой команде раньше ты занимался? Раньше я занимался в Дивоне, но туймазинском, а сейчас я занимаюсь в Бавлинском Дивоне. Напоминаю, что победа в этой игре принесет дополнительные баллы вашему классу при прохождении следующего этапа Ат-Туйнатып «Собираемся». Совсем скоро мы соберем всех победителей на Советской площади у подножия памятника генералу Шаймуратову, но всему свое время. А как вообще отнеслись одноклассники к тому, что вы поехали играть в эту настольную игру Ат-Туйнатып? Мои одноклассники отнеслись к этому хорошо, пожелали мне удачи, чтобы я победил на этой игре. А у тебя как отреагировали? Мои одноклассники пожелали мне удачи, позитивно сказали, чтобы я выиграл и набрал побольше баллов. У вас очень хорошие одноклассники, такой настрой подали вам. Тебе не очень повезло, потому что дальше тебе придется обходить по болоту, а это у нас долгий путь.
5. Раз, два, три, 4, 5. Категория ОБЖ. Вытягивай карточку. Номер вопроса 20. Самым опасным загрязнением воздуха является загрязнение А. Почвенной пылью, Б. Углеводородами или В. Тяжелыми металлами. Я думаю, ответ В. А почему ты так считаешь? Может, ты где-то про это прочитал? Я считаю, что почвенная пыль точно не может сильно загрязнить воздух, поэтому ответ А убираем. И среди двух оставшихся вариантов я все-таки решил выбрать В. И это правильный ответ. Опасность тяжелых металлов заключается в их токсичности и способности накапливаться в организмах живых существ. Оскар, а вот у вас дружный класс? У нас самый дружный класс, по моему мнению. Мы очень позитивные, общаемся друг с другом, проводим вместе свободное время. А вы с классом куда ходите обычно? Может, в походы ходите какие-нибудь? С классом мы любим походить на каток и покататься на коньках. А вы ходили когда-нибудь в музей? Мы ходили в музей Шаймуратова, в деревне Шаймуратова. Там нам показали фильм и экспонаты. А какой самый интересный экспонат, по твоему мнению, был? Мой самый интересный экспонат был, наверное, шлем. Выглядел красиво. Интересно, я бы тоже там хотела побывать. Ты обходишь болото на 6 клеток. Ты прошел болото и теперь в зоне лесов. Твой ход, Ролан. 3. Раз, два, 3. Категория кони. Втягивай карточку. Вопрос 3. Мгм. Как звали любимого коня Александра Македонского? А. Фуреник. Б. Буцефал. Или В. Интитат. Можно воспользоваться бустерами, если ты сомневаешься. Я выбираю убрать один лишний вариант ответа. Бустер 50 на 50. И мы убираем один неверный ответ. Остаются два варианта. Б. Буцефал или В. Интитат. Я думаю, вариант Б. Почему ты так решил? Я не знаю, я, честно говоря, ответил наугад. Решил выбрать вариант Б. И тебе повезло, у тебя хорошая интуиция. Это правильный ответ. Буцефал. Ход твой, Оскар. 5. Легкий путь, и ход переходит к тебе. 2. Раз, два. Тебе попалось творческое задание. Ты можешь нам рассказать стих или спеть песню. Я расскажу стих «В лесной стороне Ленинградской». В лесной стороне Ленинградской, на хуторе русском стрелец, в транше могиле солдатской навеки уснул мой отец. Скрипучей январскую ночью сюда он с боями пришел, плечистый сержант-пулеметчик, а в мирные дни мукомол. Подкошенный снайперской пулей, он пал возле крайней избы. В бессменном стоят карауле у светлой ограды дубы. Над отчей родной стороною весна соловьями шумит. И кажется, здесь, над землей, отцовское сердце стучит. Очень красивое стихотворение. А почему ты выбрал его? Оно посвящено военной тематике, так же, как и наша игра военно-патриотическая тематика. Ролан, а ты творческий человек? У меня практически все время уходит на учебу и на хоккей, так что на творчество времени практически не остается. Ну, спортсмены – это тяжелое дело. Много времени на это уходит. Я с тобой согласна. Оскар? Один. Тебе тоже попалось творческое задание. Я могу сыграть на курае. Давай. Молодец. А где ты научился играть на курае?
В нашей школе был кружок по кура, я решил на него записаться. Ролан? 1. И ты тоже пойдешь через обходной путь. Не повезло. Оскар? 2. Категория кони. Вытягивай карточку. Вопрос 15. Вопрос. Какая продолжительность жизни у лошади? А. 25-30 лет. Б. 10-15 лет. Или В. 60-70 лет. Я беру бустер 50/50. Выбран бустер 50/50. Мы убираем один неправильный ответ. Остаются варианты ответа. А. 25-30 лет. Или Б. 10-15 лет. Мой ответ 25-30 лет. А почему ты так думаешь? Может, ты где-то об этом узнал? Лошади живут не очень много и не мало. Поэтому я решил вариант А. Хорошо, и это правильный ответ. Все зависит от условий содержаний. Ролан, твой ход. 2. Ты потихоньку продвигаешься. Оскар. 1. И это легкий путь. Оскар, ты у нас уже у подножья горы. Ролан. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, к сожалению, тебе придется передвинуться назад, и ты снова возвращаешься в лес. Ролан, а вот расскажи, вы с классом ходите куда-нибудь? Может, какие-то походы? Мы с классом ходили в Туймазинский краеведческий музей, а также в парк города Туймазы, где находятся разные экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне. А какой экспонат тебе запомнился больше всего? У нас в Туймазинском парке находится танк в натуральную величину. Я бы тоже хотела его увидеть. А вообще сложно учиться в Шеймуратовском классе? Если прикладывать все усилия и не лениться, то и учеба тоже будет несложной. У нас есть такие дополнительные занятия, как спортивная борьба и детальное изучение Великой Отечественной войны. А сейчас я предлагаю нам посмотреть ролик, который нам прислал класс Ролана. Давайте. О героизме командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Мингазовича Шеймуратове слагалось немало произведений. Во многих уголках нашей республики в память о героических подвигах легендарного комдива возводят мемориалы. Так, в апреле 2021 года в гимназии номер 1 города Туймазы состоялось торжественное открытие памятника Герою Российской Федерации Минигали Мингазовичу Шеймуратову. Также сформирован уголок, где ребята могут ознакомиться с боевым прошлым славного генерала. В соответствии с постановлением республики, в школах Башкирии открыты классы имени Героя Российской Федерации генерал-майора Шеймуратова. В нашем районе такой чести первым был удостоен 6-й Б-класс. Учебный план шеймуратовцев предусматривает углубленное изучение истории России, Башкортостана, краеведения, государственные языки Республики Башкортостан, иностранные языки, а также реализацию социально-гуманитарного профиля. В рамках внеурочной деятельности ребята посещают такие занятия, как хореография, борьба, стрельба, строевая подготовка. Помимо учебного плана, юных шеймуратовцев также отличает специальная школьная форма, которую они носят с большой гордостью и удовольствием. Это, как правило, синий костюм и специальные значки. Каждый год шеймуратовцы принимают участие в летних шеймуратовских играх, научно-практических конференциях, олимпиадах и спортивных соревнованиях. Ребята посещают спектакли и мероприятия военно-патриотического направления, музеи, участвуют в открытых уроках в рамках городских семинаров, выступают в составе агитбригады по краеведческому направлению. Кроме того, они оказывают помощь в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и детям из малообеспеченных семей. В
В прошлом учебном году ребята участвовали в форуме «Атайсал», а также в экологической акции «Посади дерево» и во многих других мероприятиях. Жизнь шеймуратовцев очень насыщенна и интересна. На этих ребят с гордостью смотрят ученики других классов, а малыши мечтают скорее подрасти и занять их место. Быть шеймуратовцем стало делом престижа. Очень классный ролик получился. Как вы его снимали? Когда мы отправляли заявку на конкурс от УйНаТыб, нужно было прислать ролик от нашего класса. Мы вместе посовещались с нашим классным руководителем и решили снять данный ролик. А расскажи поподробнее о вашем штабе. Может, там какие-то занятия проходят? Особые занятия там не проходят, но мы проводим там внеурочку по Великой Отечественной войне. Также там висит знамя Шеймуратов 112-й башкирской кавалерийской дивизии и некоторые ордена времен Второй мировой войны. Угу. Оскар, твой ход, а твой ролик мы посмотрим чуть позже. 1. И, наконец-то, категория «История». Вопрос 7. Угу. Вопрос. Кого звали черным генералом в годы Великой Отечественной войны? А. Даяна Мурзина. Б. Мусу Гареева. Или В. Тагира Кусимова. Можно воспользоваться бустерами. Я воспользуюсь бустером. Посоветоваться с противником. Честно говоря, я сам не знаю ответа на этот вопрос. А вы вообще знаете этих людей? Да, я знаю Муса Гареева. Летчик Великой Отечественной войны, дважды герой Советского Союза. Ну вот, а теперь из этого можете рассуждать, исходя из этой информации. Мой вариант А, ведь Муса Гареев не был генералом. И ты выбираешь А. Даяна Мурзина. И это правильный ответ. Ребята, а вы знали ответ на этот вопрос? Или так же, как мальчики, затруднялись с ответом? В августе Даян Баянович Мурзин для солидности по совету старших товарищей отрастил бороду, и за ее его прозвали «Черный генерал». Но ход переходит к тебе, Ролан. 2. И ты снова попал на болото, и приходится обходить. Ну, пожелаю тебе побыстрее пройти его. А ход снова переходит к тебе, Оскар. 3. 1, 2, 3. Ты попал на пустую клетку, это легкий путь. А я предлагаю нам посмотреть ролик, который прислал нам класс Оскара. Давайте. В прошлом году с начала сентября в нашей гимназии сформировали класс имени Героя России генерала-майора Минигали Мингазовича Шеймуратова. Мы по-настоящему гордимся тем, что стали шеймуратовским классом, что нас теперь называют лицом школы. Хотя это было непросто. Нужно было не только хорошо учиться, но и заниматься спортом, стать самыми дисциплинированными. Если что-то у кого-то не получалось, помогали все вместе. Это еще больше сдружило нас. В стандарте шеймуратовского класса написано, что ученики должны принимать активное участие в школьной жизни. Наш класс дружный, сплоченный. Мы с честью будем носить форму класса и шеймуратовские значки. А еще будут лучшие значки лучшим ученикам, которые себя отлично проявят в учебе, спорте и жизни гимназии. Кстати, о форме. Хочу сказать, какие-то особые чувства испытываешь, когда надеваешь эту форму, которая для нас специально пошила школа. Чувство гордости, скорее всего. Но этой формы еще надо быть достойным. Мы впервые надели ее всем классом на посвящение в шеймуратовцы. И многие признали, что стали чувствовать себя взрослее. Хотим быстрее вырасти, чтобы во всем помогать своей стране и защищать ее. Очень хороший ролик получился. А кто в вашем классе придумал идею?
Мы придумывали всем классом, обсуждали, как делать. Мне понравился процесс съемок, как мы делали всякие движения. Хорошо. Твой ход. Один. Ну, ты немножко отстаешь от Оскара и медленно передвигаешься, но все так же желаю тебе удачи. Твой Дивон скачет медленно, но, надеюсь, в скором времени он ускорится. Оскар. 4. 1, 2, 3, 4. И опять легкий путь. Сегодня твой Яндос в ударе. И ты у нас, как мы видим, приближаешься к вершине горы. Ролан. 2. Ролан, а ты считаешь себя везучим человеком? Мне везет достаточно часто, но удача — это не главное. В любой момент ее может и не быть. Главное — думать своими силами. Я с тобой полностью согласна. Оскар. 5. 5. 5. Категория кони. Вопрос 7. Вопрос. Чем славится арабская порода лошадей? А. Выносливостью. Б. Красотой. Или В. Прожорливостью. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. У нас есть бустеры. Я выбираю бустер «Звонок другу». Кому собираешься позвонить? Своему однокласснику. Хорошо. Не ответил. Мой одноклассник Саян сейчас, видимо, находится на уроке, поэтому не ответил. Ну, придется нам размышлять самим. Чем славится арабская порода лошадей? А. Выносливостью. Б. Красотой. Или В. Прожорливостью. Мне кажется, арабская лошадь славится своей красотой. Второй вариант Б. А почему ты так считаешь? Ну, когда я смотрел гонки, арабские лошади все такие красивые. Арабская лошадь – одна из самых древних и самых популярных верховых пород лошадей. Она существует еще с античности. Эта порода заслужила всемирную славу благодаря красоте. У нее изящное телосложение, крупные глаза. Ты правильно ответил на вопрос. Поздравляю. Ролан. 2. И ты почти выбрался с болота. Оскар. 5. Это, получается, я не хожу? А ты ходишь, да. Ходи. 1, 2, 3, 4. А 5 сюда? Туда. 5. И ты выиграл. Мы тебя поздравляем. Ты приносишь своему классу дополнительные баллы при прохождении следующего этапа игры. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Ролан, ты не расстраивайся. Надеюсь, тебе повезет в следующем этапе. Все-таки это болото сильно погрузило твоего коня. Вы смотрели телевизионную игру для юных патриотов «Атуй-Натып. Битва командиров». Потомки Салавата отступать не умеют. По коням навстречу победе!